Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. В этом году в сентябре состоятся выборы главы региона, депутатов Госсобрания Илтумен, Якутскую городскую думу, глав и депутатов органа местного самоуправления. Сегодня наш гость в студии Сафрон Афанасьев, лидер фракции «Справедливая Россия. Патриоты за правду», Государственное собрание Илтумен Республики Саха-Якутия. Сафрон Антонович, здравствуйте. Добрый день, Петр. Первое, с чего хочу начать. Вы недавно обратились в Конституционный совет нашей республики с запросом об оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Расскажите, с чем связана эта инициатива и каких результатов ждете? Да, действительно, вы правы. Я обратился в Конституционный совет Республики Саха-Якутия о том, что наш закон, который должен поддерживать население, о мерах социальной поддержки отдельной категории граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, статья 3 второй нормы не совсем соответствующие действующей Конституции Республики Саха-Якутия. Это на мой взгляд. Когда я посмотрел и общался с коллегами, решил обратиться в Конституционный совет. Конституционный совет целый месяц изучал, направили все инстанции, и прокуратуру, и Министерство юстиции, и правовой департамент администрации главы правительства, и на мое заявление. После получения они пригласили меня и увидели, что все органы государственной власти стоят на том, что эта норма не противоречит Конституции Республики Саха-Якутия. Прокуратура тоже также настороженно стала, это не противоречит, но сказали, что эта норма закона можно посмотреть с другой стороны, в соответствии с решением Пленума Верховного суда, что уважительные причины должны быть. Эта норма что делает? Когда люди обращаются получить субсидии или денежную компенсацию за коммунальные услуги, которые это многодетные люди, которые вышли на пенсию, им, естественно, государство должно платить денежные средства. Но эта норма говорит, что если у них есть задолженность, тогда государство отказывает. Действительно, мы изучили, потом мне огласили решение Конституционного совета и сказали, что не противоречит Конституции данная норма, но рекомендовали Государственному собранию внести предложение, внести законопроект о том, что действительно надо пойти на уступки людей. У людей могут быть заработной платы нету, или не получили, или человек находится на больничном или в стационаре. В это время, естественно, орган государственной власти должен изучить и пойти навстречу и выделить денежные средства. После этого я подготовил законопроект, и в настоящее время законопроект внесен, и, надеюсь, 7 июня мы рассмотрим и первым, и в окончательном чтении примем. Тогда наши люди, которые нуждаются именно в социальной поддержке, это 3400 отказано, все они получат это денежное компенсацию. И впредь больше не будет возникать таких вопросов. Забегая вперед, хочу сказать, что это Российская Федерация, это первый закон будет, который именно на нашей республике идет навстречу людям. Безусловно, интересная инициатива. Еще такой один наболевший вопрос для всех якутян – это бродячие собаки. Какая позиция у депутатов Илтумена и конкретно у членов вашей фракции? Насчет бродячих собак. Насчет бродячих безнадзорных животных. Да, мы этот законопроект рассматривали в Государственном собрании Илтумен. Скажу, что все поддержали, единогласно депутаты поддержали законопроект и это направили в Государственную Думу. Государственная Дума 5 мая, они в первом чтении приняли. Что это означает? Что если закон закон примет, тогда уже высший орган, высшее должностное лицо, это у нас глава Республики Саха-Якутия Арсений Сергеевич, он уже будет решать, как бороться с собаками. Уже не федеральный закон будет, а именно наш закон будет. У нас в Республике Саха-Якутия действительно работа большая проводится. Я не скажу, что не проводится. И отлов собак, и стерилизация собак, строительство питомников. В прошлом году, в 2020 году, 150 миллионов потратили. Это, безусловно, большие деньги. Но мы никак не можем победить.
Да, я согласен, что в городе Москве или других регионах там собаки, может быть, они не такие агрессивные, как у нас охотничьи собаки или такие большие собаки, которые выдерживают минус 40, всего минус 50 градусов на улице живут. Естественно, они хотят кушать тоже, да, поэтому они агрессивные становятся. Но тут, думаю, мы на этой неделе будем решать, после, скорее всего, уже в сентябре, наверное, уже другой сосуд будет этот вопрос решать, если примет Государственная Дума. Ну и забегая вперед, скажу, что мы на этой неделе решили встретиться с жителями города Якутска насчет этого вопроса, как будем действовать и какие нормы принимать законы. И что потом уже выйти уже с предложением к следующему созыву. Ну, я предлагаю продолжить говорить о членах вашей фракции. Самый молодой депутат Илтумена Мичил Николаев, ваш однопартиец. Сейчас он находится в зоне специальной военной операции. Поддерживаете ли вы с ними связь? Скажу, что Республика Саха-Якутия, правительство, депутаты, все органы государственной власти всегда поддерживали наших героев, которые служат на специальной военной операции. В том числе могу сказать, что наш коллега, мой брат, можно сказать, да, по партийной линии, что он служит, мы гордимся, мы ждем. Я постоянно с ним на связи. Он обещал буквально на днях, может быть, в июне уже, наверное, приедет к нам в отпуск приедет. И когда он уехал, не добровольцем, а мобилизовали, уехал, мы решили поддержать, моя инициатива была собрать денежные средства, и меня выслушали и поддержали мои коллеги, не только с моей партии, да, «Справедливая Россия», а в других партий тоже. Собрали денежные средства, и мы направили. На эти деньги Мичил Николаев приобрел электрогенератор, газовую плиту и приборы необходимые, которые именно там нужны. Потому что они не находятся рядом с населенным пунктом, они находятся далеко на передовой, там электричества нет, кушать надо, что-то зарядить надо. И когда в блиндаже темно, там свечки и так далее, но все-таки 21 век, а когда вот это помогает это свое государство, отправляет тем более депутаты, коллеги, это, думаю, это хорошо, и всегда надо помогать нашим ребятам, которые находятся на передовой, и тогда мы победим, конечно. Безусловно. А с какими вопросами к вам чаще всего жители вашего округа избирательно обращаются? И вот как именно как депутату от партии «Справедливая Россия»? Ко мне обратились, сказали, что есть экономическое, социальное и материальное. Да? Ну давайте вот про социальное. Да, давайте социальное. Социальное денежное средство не хватает. Есть еще такие моменты, когда только что сказал, что я законопроект разработал о том, что поддержать социальные денежные средства. Например, это тоже один из вопросов был, когда мне обратились. Еще был такой момент, что мужчина ко мне пришел и попросил найти его мать. Это в 2021 году было. Он с 3 лет жил в детдоме, потом вырос и потерял свою мать. Она сейчас живет в Алекумском районе. Я обратился в ЗАГС города Алекумска, попросил помочь мне найти матери. Пользуясь случаем, спасибо управлению ЗАГСа города Алекумска о том, что действительно мы мать нашли. Они встретились, и я думаю, это большая работа проведена. Еще такие моменты были, когда родители обращаются. Был момент, когда мальчик 13 лет упал с 4 или 5 этажа, играл на заброшенном здании, и ему понадобилась операция. Ему квоту в Москве выдали, но квота через год, что ли, была. И я обратился с ходатайством, депутатским запросом в Министерство здравоохранения. Они как-то нашли выход и чуть раньше отправили, чтобы человеку операцию сделали. И в данный момент ребенок бегает, нормально все. И сейчас даже учится уже в колледже. Безусловно, связь с населением у вас есть. А как она именно организована? Организовано у нас через партию, есть у меня WhatsApp-группа, есть у меня помощники, которые
через которых могут напрямую выйти. Ну и иногда ко мне приходят или звонят, там у меня телефон всегда на связи, и всегда я принимаю людей. Ну и последний вопрос у меня. Федот Тумусов, Юрий Григорьев, наши депутаты-якутяне в Государственной Думы Российской Федерации. Как у вас организовано, у депутатов ЛТМН, у депутатов Госдумы организовано взаимодействие? Ну, начну с того, что у нас в партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» у нас открытая партия. Всегда можно дозвониться, написать. И даже в том, что у нас Миронов Сергей Михайлович, у него личный кабинет, я с ним через личный кабинет общаюсь, и они приглашали меня, и других тоже приглашают. У нас есть партия в городе Москве была. И, безусловно, Федот Тумусов, Юрий Иннокентьевич, они патриоты республики, они не забывают наш город, нашу республику, постоянно они приезжают, и постоянно мы здесь находимся на связи, встречаемся. Если где-то что-то надо или какие-то большие вопросы надо решить, я с ними всегда советуюсь, и старших братьев слушаю, естественно, и пример беру. Вот и так и работаю. А, допустим, когда к Федоту Семеновичу обращались последний раз и по какому вопросу? Последний раз я с ним встречался насчет законопроекта на квоту граждан Республики Саха-Якутия. И сейчас я разработал законопроект, мы этот май уже внесли этот законопроект. Это поддержка военнослужащих, поддержка ветеранов боевых действий, поддержка граждан, которые служили на СВО и приехали, чтобы им давали квоту на рабочие места. Некоторые приезжают, работы нету, они, к примеру, там, где хотели работать, там уже другого человека взяли. Они без труда стоят на очереди, например. Да? А сейчас, чтобы такого не было, они приезжают, а кого-то есть, пожалуйста, где вы хотите работать, выбирайте, там, какой организации, тогда вплоть до того, чтобы обучили специализации и так далее. Но я уже законопроект внес, надеюсь, вот это, в первый, 7 числа уже в первом рассмотрении мы посмотрим это. Вот. Это я, Федот Семенович, уже разговаривал. А вот была какая-то реакция на эту инициативу про сохранение рабочих мест? Пока эта инициатива на этот законопроект поддержали фракции, они все расписались, депутаты нашей фракции. И сейчас на согласование всем органам государственной власти отправлено. То есть, правильно я понимаю, у человека, который находится в зоне специальной военной операции, он возвращается, у него гарантированно здесь уже будет закрепленное место работы? Да, в организациях, которые больше численности 100-300 человек, там у них там 1 или 2 процента, или там сколько-то будет уже ждать этого человека. Это не только которые служат там, и мы еще туда предусмотрели студентов, которые заканчивают среднее или высшее учебное заведение с дипломом, которые в год не могут на работу устроиться. Их тоже включили мы в этот законопроект, чтобы наша молодежь, чтобы не уезжала из Республики Саха-Якутия, а чтобы здесь уже ждали там квота, и чтобы они устроились на работу. Сафрон Антонович, спасибо вам большое за то, что пришли к нам. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До скорых встреч. Спасибо.